А в столице Коми появились первые спортплощадки, возведенные в рамках грантового конкурса. В начале мая городская администрация предложила организациям и инициативным жителям города представить свои проекты дворовых площадок. По итогам конкурса отобрали 47 заявок, некоторые уже реализованы. Первые итоги работы оценила Таисия Шляхтина. Наталья Володина на участие в конкурсе заявилась одной из первых. Старую спортплощадку в Красном Затоне решила полностью обновить, установить хоккейную коробку. Недавно рядом с ней агентство по физической культуре и спорту реализовало свой проект, установило спортивные турники. И площадка изменилась до неузнаваемости. Теперь этот пятачок стал излюбленным местом отдыха детей и взрослых. По условиям конкурса ответственность за строительство новых объектов физические лица брать не могли, но Наталья с мужем – предприниматели, поэтому проблем с возведением у них не возникло. Грант предусматривает оплату только строительных материалов. Оплату работы, все остальное – это за счет собственных средств. Так как мы предприниматели, мы можем заявиться на такой проект. Скорое завершение строительства ожидается и в микрорайоне Строителя во дворе по улице Парковой. Полным ходом идет установка большой хоккейной коробки. От старого ограждения остались только бетонные сваи. Осталось поставить сетку, чтобы хоккейная шайба не вылетала, когда дети будут играть именно в хоккей, и установить ворота. То есть досталось внутри еще немножко докрасить, то есть краска сейчас подсохла, где места остались еще не докрашены. В принципе, и все. То есть работаем мы здесь неделю, буквально осталось еще 3-4 максимум дня. Здесь, как и на площадке в Краснозатонском, летом дети будут играть в футбол, а зимой в хоккей. О заливке катка позаботилась администрация. Местной детворе уже не терпится опробовать новую площадку. Мы очень хотели, тут дети играли вообще просто в никаких условиях. Сейчас наконец-то поставили, и сейчас дети очень рады этому. Часть конкурсных проектов уже реализована, но впереди еще немало работы. 26 заявок вновь получили финансовую поддержку. В этом году администрация выделила средства в размере 3 миллионов рублей для поддержки общественной инициативы, для того, чтобы именно жители города определяли, где и что они хотели бы видеть, и сами участвовали в благоустройстве своих территорий, потому что это повышает и ответственность, и сохранность лучше, так сказать, и мы, в принципе, выполняем в первую очередь те пожелания, которые, так сказать, есть у сыктывкарцев. Госздоровье для Сыктывкара стал годом масштабного спортивного обновления. В планах приобретения хоккейного, волейбольного, футбольного и другого оборудования. В разных частях города появятся новые турниковые комплексы. Грантовый конкурс планируют завершить ближе к поздней осени. Таисия Шляхтина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.